Уважаемые представители ГКНБ, кто из вас будет выступать первым? Пожалуйста, пройдите. Так, ваши... Вы Курван Галиев, да? Курван Галиев, Бексултан Курван Галиевич. Да. Слово предоставляется вам, пожалуйста. Уважаемые председательствующие судьи Конституционного суда Кыргызской Республики, позвольте вкратце остановиться и изложить позицию ГКНБ Кыргызской Республики в рамках Конституционного суда производства, инициированного адвокатом Икрамиддином Назировичем в интересах Сакимбаевой. Анализ норм Конституции и уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики показал, что согласно части 2 статьи 397 право обжалования принадлежит, как мы уже ранее отмечали, это ограниченному кругу лиц, то есть исчерпывающему кругу лиц, да? А именно тем лицам, чьи интересы действительно могут быть нарушены решением суда первой инстанции. В соответствии с частью 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики судопроизводство осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон, то есть в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики сторонами в уголовном судопроизводстве, в том числе по конкретному уголовному делу, могут лишь выступать две стороны, то есть сторона обвинения и сторона защиты, которые согласно части 2 статьи 397 УПК Кыргызской Республики включены в круг лиц, имеющих право на апелляционное обжалование. Кроме того, частью 5 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики регламентировано, что процессуальные права участников судебного процесса, а также права лиц, чьи права и интересы были затронуты решениями судов, в том числе на обжалование решений приговоров, а также порядок их осуществления определяется законом. То есть необходимо, да, обратить внимание. Необходимо отметить, что данная норма Конституции является отсылочной на другой источник права, в частности, регулируемой Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики, а в данном случае статьей 397 указанного кодекса, которая уточняет и дополняет ее положение. Кроме того, необходимо отметить, что в 397 статье также имеются иные лица, чьи права и интересы были нарушены, то есть это лица, которые могут, на имущество которых ранее был наложен арест, то есть это тоже необходимо учитывать и принимать во внимание. В рассматриваемом ходатайстве Икрамиддин Назирович утверждает, что выделение следователем уголовного дела в отношении посредника во взяточестве Сакимбаевой в отдельное производство из основного уголовного дела является нарушением прав и законных интересов последней. То есть взяткодатель узбека в судебном приговором был признан виновным в получении взятки от Абдакариевой в отношении преступления, предусмотренного статьей 342, часть 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. При этом, по мнению адвоката Икрамиддина Назировича, вышеуказанный судебный приговор в отношении взяткополучателя уже предрешал вопрос виновности Сакимбаева в посредничестве во взяточестве. Однако применение института выделения уголовных дел следователем является правом последнего и процессуальным решением, подлежащим прокурорскому надзору и судебному контролю на стадии досудебного производства, где право обжалования подобного решения на стадии досудебного производства у стороны защиты не было исключено и могло быть рассмотрено в соответствии со статьями 129 и 130 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Кроме того, если мы обратим внимание к нормам материального права, а именно статьям 342 получения взятки и посредничество во взяточестве 344 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, данные преступления, хотя и являются взаимосвязанными, но все же выступают разными видами преступлений, отличающимися характеристикой элементов состава преступления, в том числе субъективной и объективной стороной. В связи с этим нормами действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики направление в суд дел для рассмотрения по существу уголовных дел по обвинению разных лиц в совершении указанных видов преступлений не ограничивается, и применение следователями института выделения уголовного дела в отношении одного из обвиняемых не ограничивает их права и свободы. При этом на стадии судебного производства подобные дела рассматриваются судьей, исходя из требований статьи 223 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, которым регламентировано, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы и оцениваются в совокупности, что является обязательным при рассмотрении каждого подобного дела по отдельности. То есть соблюдение принципов уголовного судопроизводства соблюдается по каждому рассматриваемому уголовному делу по отдельности.
Более того, судья, прокурор, следователь оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся доказательств, руководствуясь при этом законом. Также по каждому уголовному делу отдельно. Необходимо отметить, что в случае вынесения судьей приговора в отношении одного из обвиняемых в ситуациях, когда хотя и взаимосвязанные деяния совершены разными лицами, которым вменены разного вида преступления, например, получение посредничества, да, как в нашем случае, или в отношении одного обвиняемого, соучастников в совершении одного преступления. То есть, если один из соучастников объявлен в розыск, то данный приговор не должен и не может предрешать вопрос виновности других, хотя данные лица могут быть указаны в описательно-мотивировочной части принятого и вступившего в силу приговора. В данном случае применение статьи 95 Уголовно-процессуального кодекса преюдиция является неверным, так как согласно данной норме, вступивший в законную силу приговор, а также вступившее в законную силу другое решение суда по делу, разрешающее его по существу, обязательно для всех государственных органов, организаций и граждан в отношении как установленных обстоятельств, так и правовой оценки по отношению к лицу, о котором они вынесены. То есть в преюдиции указано конкретное лицо, в отношении которого оно вынесено. При толковании и правоприменении положений указанной нормы следует особо обращать внимание на то обстоятельство, что законодатель отдельно отметил действие преюдиции исключительно в отношении конкретного лица, признанного виновным приговором, вступившим в законную силу. В вышеотмеченных обстоятельствах рассмотрение по существу и принятие судом решения по уголовному делу в отношении лиц, которые могут фигурировать в описательно-мотивировочной части другого приговора, вступившего ранее в законную силу, должно осуществляться в общем порядке, то есть в том числе с исследованием всех тех собранных доказательств о виновности или невиновности отдельного обвиняемого и с постановлением оправдательного или обвинительного приговора. Таким образом, в главе 46 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, в том числе статьей 397 указанного кодекса, предусмотрены исчерпывающие процессуальные механизмы защиты нарушенных конституционных прав и свобод граждан, являющихся сторонами уголовного судопроизводства. В связи с вышеизложенным считаем целесообразным ходатайство адвоката Икрамиддина Назировича оставить без удовлетворения, и так как они не противоречат нормам Конституции Кыргызской Республики. У меня все.